В Минспорте региона сегодня говорили о противодействии экстремизму и терроризму. Там прошла встреча со спортивной молодежью республики. Пригласили представителей Совбеза, правоохранительных органов, религиозных деятелей и практически весь тренерский состав со всех ФОКов региона. Организаторы отметили, что террористическая активность в последнее время возросла. Как пример, напомнили присутствующим о недавнем нападении на сотрудников полиции в Малгобеке. Вы знали, какие возможности были на территории Республики Ингушетия в предыдущие годы, в предыдущие десятилетия для развития спорта. У нас развивается горный туризм, у нас развиваются экстремальные виды спорта. Это вы видели, да, чемпионат по скалолазанию в республике был. Сейчас 5-6 мая будет проходить чемпионат, опять-таки, на территории Жайракского района. У нас огромные, понимаете, огромные заслуги в различных видах спорта. Это дзюдо, наши олимпийские чемпионы, вольная борьба, то, что вот сейчас Ваха сказал, что у нас есть возможности для развития этого спорта. Но все это очень хорошо, если не взять одно. Вы поймите, что вот из огромного такого количества людей, которые сегодня здесь находятся, если какой-то молодой человек оступится, какой-то спортсмен оступится, будут говорить обо всех спортсменах республики. Тренеры оказывают авторитетное влияние на своих подопечных. Наставников призвали как можно чаще проводить профилактические беседы с молодежью. Ребенок выходит из дома, да, куда он идет. Вот, чтобы родитель его направил его, объяснил ему. Вот, ты идешь туда, там, объяснил, как себя там вести, что там можно говорить, что нельзя говорить, что можно делать, что нельзя делать. Родители тоже, это немалую роль, которую сегодня играют. Конечно, и вторая очередь это уже, конечно, тренерский состав, педагоги. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы педагоги не относились равнодушно к детям, потому что мы их сегодня создаем. И мы должны пожимать эти плоды. Я думаю, ни один ребенок не имеет права подводить своего отца, мать, которые их воспитали, поставили на ноги, дали им что-то в жизнь, вот, своих братьев, сестер, своих родственников подводить. Ни один из них не имеет права. Я смотрю, некоторые ребята приходят на тренировку, им даже не хочется уходить домой. И это нам приятно, потому что их устраивает то общество, в котором они находятся. Мы такие мероприятия проводим ежегодно с подведомственным учреждением. Квартал один раз мы проводим в каждом спортивном зале.